поздно ночью неясно видится возле ПГТ-Чанга, чтобы не переходить ночью границу государственного. Я остановился на машине отдохнуть, выспался. Там вдалеке какой-то шум был, какие-то споры, там разговоры были. Группа там из 5-8 человек. Несколько раз остановились и во главе с Тимуром Аслямовым что-то там говорили, там какое-то поле там взорвать, там подорвать, какую-то опору. После этого, через некоторое время, там, ночь, с 20 на 21 ноября, вдали в поле, там, он видел там вспышку большую. Большая вспышка была сильная, таким взрывом. Он вернулся домой, как раз 1 числа я уже по новостям узнал, что взорвали линию электропередач, которая поставляла электричество из Украины в Крым. Но с этим поняли, что именно организатором был Ленур Ислямов. Ну а с нами сейчас на прямой связи адвокат Алексей Ладин. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, расскажите нам о ходе судебного заседания. Ну вот вы уже продемонстрировали отрывок показаний секретных свидетеля. Но прежде всего хочу сказать, что институт секретных свидетелей, к сожалению, появляется в уголовных делах российского судопроизводства там, где практически нет никаких доказательств, никаких прямых доказательств вины обвиняемых. После этого появляются секретные свидетели, которые прямо указывают на обвиняемых и говорят, что вот они совершили то-то и то-то. На самом деле для меня довольно очевидно, что показания этого свидетеля ангажированы и, собственно, они заучены. Но вот представьте, человек, который опасался переезжать ночью через административную границу, явился свидетелем того, что группа людей собирается там что-то взорвать. После этого произошел взрыв. Он услышал этот взрыв, после чего спокойно переночевал и в 5-6 часов утра поехал пересекать границу. Это такие несуразные вещи, которые, собственно, логическому объяснению не поддаются. Кроме того, вызывает удивление, как этот человек на расстоянии, как он пояснил, от 30 до 50 метров смог услышать, как там, группа лиц о чем-либо разговаривала. Собственно, поле, ветер, не говоря уже о том, что время было позднее, это было конец ноября, 10 часов вечера, и, собственно, никаких лиц точно разглядеть было нельзя. После того, как я задал ему конкретные вопросы, как вы, собственно, смогли разглядеть Ленура Ислямова, он сказал, что его лицо освещали фары мимо проезжающих машин. То есть мужчины стояли в поле, ну так скажем, на каком-то расстоянии от дороги, а фары машин по какой-то причине освещали лицо Ленура Ислямова и других лиц. Ну не говоря уже о том, что, собственно, Ленура Ислямова он лично не знает, и, как он сказал, видел его ранее в средствах массовой информации, ну то есть там по телевизору, либо еще. Ну, то есть вполне себе очевидно, что показания этого свидетеля не соответствуют действительности. Но, опять же, у меня не вызывает никаких сомнений, что они будут положены в основу обвинительного приговора.